Валентина. Я проучилась в КИУ с 2005 по 2009 год в кафедре туризма. У нас было предпринимательство туризма, получается. Мы объединили 3 группы, которые вот готовили гостиничный бизнес, туризм и предпринимательство. Вот. После окончания учебы я чуть-чуть поработала в местных организациях в Бишкеке, потом я уехала в Россию на 1,5 года. Во время учебы нас в 3-м курсе отправили во Францию. Это был 2008 год, и активных, да, у студентов отправили на стажировку и на учебу во Франции. С нами поехала, то есть одногруппники, и один мальчик был с колледжа, то есть технолог. Проучились там 3 месяца, и 6 месяцев прошли стаж. Когда я уехала в Россию, то есть я все равно хотела, да, там, например, собрать денег и обратно уехать во Францию, потому что там мне реально очень много чего понравилось. И я связалась с школой, и они меня обратно взяли на учебу. И прошла такой же путь, а потом, когда я уже прошла этот путь, начала сама уже самостоятельно работать. Конечно, там сделала все свои документы сама. И вот эта вот самостоятельность, она мне дала и уверенность. И потом первый мой работодатель был 2 звезды. 2 звезды Мишлен. Я до этого даже и не имела представления, что это такое. А потом мне понравилось там работать, и пошло-поехало. Когда ты работаешь в одном звездочном ресторане, если ты себя хорошо представил и у тебя все было хорошо, они могут тебя направить на другой звездочный ресторан. И вот так в течение 5 лет я проработала там в нескольких 2-звездочных ресторанах и в нескольких однозвездочных. И повысила свой опыт и квалификацию. В данный момент у нас да, то есть после того, как я проработала в ресторанах, у меня появилась своя семья, вышла замуж, у меня 2 детей, и работать в ресторанах было тяжело. Поэтому я проучилась на магистратуру 2 года. Во время того, как я еще работала, я проучилась на магистратуру и начала работать в инвестиционной сфере, то есть проучилась на финансиста. И отработала там 1,5 года. После этого мне мой работодатель говорит: твой муж же повар? Я говорю: да. Давай, говорит, посмотрим рестораны, может быть, вам надо открыть свое дело. И вот так он нас подтолкнул, чтобы мы купили свой ресторан. И когда я купила ресторан, конечно, мне пришлось уволиться от него и потом на полную занятость работать у себя в ресторане. И вот так пошло и поехало. Вот, получили звезду не сразу, потому что мы открыли во время ковида, 1-й год были закрыты, и на 2-й год нам дали звезду. Да. Для любого успеха или там самое главное — это труд, не сдаваться, дисциплина, организационные вот это вот навыки надо оттачивать, да. И для бизнеса, например, да, команду. Это очень важно, да. А потом учитесь хорошо, да, главное не теряйте цели, потому что если ты двигаешься, если у тебя мечта есть, если ты будешь к нему стремиться каждый день, у тебя потом это уже будет целью, и потом можно добиваться без проблем. В данное время, да, то есть у меня есть возможность взять к себе на стажировку студентов из КИУ, потому что мы заключили договор, получается, с ректором. Я могу взять максимум 2 или 4, если там на кухню и в зал. Первый поток поедет вот в этом году. Если все хорошо будет, то будем сотрудничать дальше, да.